Многие воздушные дороги ведут теперь в Аркалык. Это центр новой 17-й области Казахстана, Тургайской, образованной из ряда районов Кустанайской и Целиноградской областей. С новой областью нас знакомит председатель Оргбюро ЦК Компартии Казахстана по Тургайской области товарищ Кусаинов. На 111 тысяч квадратных километров раскинулась территория Тургайской области. В районе Тургайской впадины открыты крупные месторождения бокситов, найден большой запас огнеупорных глин, железной руды, меди, бурых углей и других полезных ископаемых, которые позволят в широком плане развивать многие отрасли промышленного производства. Труженик сельского хозяйства Тургая намечает новые рубежи. Мы думаем довести сдачу хлеба государству до 85 миллионов пудов, мяса до 38 тысяч тонн. Сегодня и в ближайшие годы самой популярной профессией у нас будет строитель. За годы новой пятилетки в городах и селах будут построены сотни тысяч квадратных метров жилья, культурно-бытовых объектов. Мы обращаемся к вам, ко всем, кто умеет хорошо трудиться, в первую очередь нашей славной молодежи. Вас приглашает Тургай, самая молодая область Советского Союза. Приезжайте к нам. Таким будет Аркалык, самый молодой из областных центров республики. В отличие от других юных городов, здесь архитекторы во главе с Тельманом Джумагалиевым предпочли микрорайонам уличную планировку. Это придаст своеобразие городу, защитит его от ветров. Строителям предстоит возвести дом молодежи, дом детского творчества, научный центр, больничный городок, сдать в этом году 54 тысячи квадратных метров жилой площади. Строит город молодежь, прибывшая из всех братских республик. Все дальше в степь уходят новые кварталы Аркалыка. У тружеников молодой Тургайской области большой праздник. Для вручения высокой правительственной награды ордена Ленина в Аркалык прибыл член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев. В новом дворце культуры состоялось торжественное заседание областного комитета партии и областного совета депутатов трудящихся. В зал вносят знамя Тургайской области и памятное знамя ЦК Компартии Казахстана, Президиума Верховного Совета, Совета Министров Казахской ССР и Казсовпрофа. С большой речью на собрании выступил товарищ Кунаев. Он поздравил всех трудящихся области с успехами, достигнутыми в развитии народного хозяйства, и пожелал им новых трудовых побед. Товарищ Кунаев зачитал указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тургайской области орденом Ленина и прикрепил к знамени высокую награду.
трудящихся области со словами глубокой благодарности партии и правительству за высокую награду выступили первый секретарь Тургайского обкома партии Кусаинов, труженики сельского хозяйства, горняки, представители интеллигенции. Участники заседания приняли приветственное письмо Центральному комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР и Совету министров СССР. Қазақстан дихандары үшін биылғы көктем ерекше ауыр болды. Май айында нөсерлі жаңбыр мен борасын алма кезектесіп, ауа райы құбылмалы болды. Дихандар ашық күннің әрбір сағатын пайдаланды. Целиноград облысының Державин совхозында озат механизаторлар Александр Гарантай мен Марьян Федосевич егістік жердің ең соңғы гектарына тұқым септі. Республика бойынша 19 миллион гектар жерге бидай егілді. Бұл жоспардағыдан 3 миллион гектар артық. Қазақстанның күрішшілері авиацияны да, жер жыртатын қуатты техниканы да жаңа жерлерді игеруге жұмсады. Республиканың күріш плантациясы барған сайын кеңейе түсуде. Көміс дән егісі үшін Қызылорда облысының тек номер 2 совхозының өзі 2000 гектардан аса жерді игерді. Звено жетекшілері Оразкүл Шенеуова мен Гүлбарам Елікбаевалардың санасы әр гектардан 50 центнерден күріш жинау. Қазақстан барған сайын күріш аймаққа айналуда. Бұл бағалы дақыл үшін Сырдария, Іле, Қаратал өзендерінің алқаптарында пайдаланылмай келген жерлер игерілуде. Республика биылдың өзінде бүкіл елімізде өндірілетін күріш өнімінің 5-тен 1-ін тапсырады.